если вас сесть напротив прямо вот так вот. Нет, вот то, что вы сели вот так вот, ну вот рядом с обеденным сядьте. Так, чтобы глаза в глаза, да. Черные люди. Глаза в глаза, чтобы... Так, список есть. Кто подошел? Нет? Я сейчас Ну, давайте сейчас вот мы изначально перекличку устроим такую, чтобы я сориентировался, да? Афанасий Георгиевич мы знаем, девушка, вы представьтесь. Я представитель перевозчика Ассоциации по обращению с отходами. Так, хорошо, вы, девушка. Якутское сахаинформационное агентство. Есть я, да? Так, вот. Журнал «Закупки Якутии». Так, все, вспомним. Видимо, знаем. Так, девушка. Телеканал Якутия 24. Так, Якутия Инфо. Член ассоциации перевозчиков. Перевозчики, да? Пресс-служба окружной администрации. А? Пресс-служба окружной администрации. Так, вы двое, да? Да. Ага. СМИ точка взаимодействия. Где? Точка взаимодействия. Так, ну что, уважаемые коллеги, начнем, наверное, да? Ну, сегодня Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия проводит плановую пресс-конференцию по итогам работы за 2018 год. И еще такое одно знаменательное событие, что 9 марта 2004 года была образована Федеральная антимонопольная служба, которая стала преемником Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации. Сегодня мы на нашей пресс-конференции мы хотим вам, так сказать, рассказать о истории создания и работе Федеральной антимонопольной службы, в частности нашего управления, итоги 2018 года, значит, поделиться с вами информацией о наиболее резонансных делах, которые у нас были на протяжении 15 лет и в 2018 году. Вот сегодня вот у нас на пресс-конференции присутствует Ольга Александровна Нерыгина, заместитель начальника управления, начальник отдела антимонопольного контроля, Нина Алексей Дмитриевич, замначальника управления, начальник отдела сельских монопольной рекламы, Камалова Снежана Вячеславовна, начальник отдела контроля за госзакупками и заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Личинова Арина Баировна. Давайте мы сегодня построим нашу пресс-конференцию следующим образом. Мы изначально доведем вам нашу информацию, далее приступим, скажем, к такому формату, как вопросы-ответы. Я хотел бы сказать следующим образом, мы с вами поговорим. Изначально я дам общую информацию, а далее уже из каждых из моих коллег по своему направлению вас проинформирую. Ну что хотелось бы отметить, уважаемые коллеги, 15 лет прошло со дня создания Федеральной антимонопольной службы. За эти 15 лет произошли очень большие изменения, прежде всего в законодательном плане. Если до 2004 года у нас было два закона, закон о защите конкуренции на товарных рынках и закон о защите конкуренции на финансовых рынках, то за эти 15 лет у нас два закона слились в один закон, закон о защите конкуренции. Ну и самое, что такое законодательная инициатива, которая прошла, это реформа законодательства о торгах. Вы помните, был 94-й закон, сейчас 44-й закон. Закон ежегодно модернизируется, появляются новеллы, новшества. Закон становится сложнее. И в то же время закон выявляет те изъяны, которые есть у нас в нашей жизни при проведении тендерных и конкурсных процедур. Хотелось бы отметить, что вот нашим управлением за 15 лет мы рассмотрели порядка 20 тысяч заявлений и обращений, перечислили в федеральный бюджет наложенных штрафов, уплаченных, порядка 420 миллионов рублей. Эта сумма достаточно внушительная. Хотелось бы отметить, что наиболее такие значимые дела, которые... 420 миллионов за 20 лет? За 15? За 15 лет. За 15 лет, да. Более 420 миллионов рублей за 15 лет. Хотелось бы отметить, что за вот этот период времени у нас были очень такие, скажем, знаковые дела. Это, во-первых, дела, когда мы столкнулись с компанией ЮКОС. Компания ЮКОС, в принципе, вы все о ней знаете, что с ней стало, тоже вы знаете. Но мы хотим еще напомнить, что Саханефтегаз у нас в свое время владела компания ЮКОС. И мы столкнулись с ними в такой жестком противостоянии,
по цене на газовый конденсат. И эта борьба у нас продолжалась где-то порядка 3 лет. Это сейчас стало проще, когда в результате новелла в законодательстве, что все нефтепродукты, цена определяется рыночным способом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Раньше такой нормы не было в законе. И по обращению правительства Республики Саха-Якутия, Госкомитета по ценообразованию Республики Саха-Якутия, мы отставили интересы республики по установлению справедливой цены на газоконденсатное котельное топливо, которое отапливается жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия. Хотелось бы отметить, что первый сговор на торгах мы зафиксировали представительство аэропорта города Якутска. Когда две компании у нас сговорились на торгах, значит, было документально подтверждено, что такой сговор был. Значит, было проведено расследование, было принято решение, и компании заплатили у нас штраф 2 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что у нас было очень большое дело. Мы дошли в судебных, так сказать, наших баталиях до высшего арбитражного суда, когда у нас дело было возбуждено против парламента Республики Саха-Якутия, правительства Республики Саха-Якутия и компании «Алроса» по соглашению, где имелся пункт о том, что эксклюзивное право реализации алмазного сырья имели компании только из Якутии, хотя у нас статья 8 Конституции Российской Федерации говорит о том, что у нас права у всех компаний. У нас единое экономическое и финансовое пространство, то есть любая компания, которая имеет юрисдикцию в Российской Федерации, имеет одинаковые права, в том числе и на покупку алмазного сырья. Данное решение было нами принято, оно была попытка его оспорить. Мы прошли все 4 инстанции, вплоть до высшей инстанции, высшего арбитражного суда, и данное решение, мы отстояли свое решение, скажем так. Да? Далее хотелось бы отметить, что у нас за вот этот период времени произошло очень большое количество изменений в закон о рекламе. Вот этот закон, который прежде всего касается субъектов малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что в ходе административной реформы снижается давление на малый и средний бизнес. И если, допустим, в 2004 году мы контролировали слияние и поглощение компаний, совокупный капитал которых составлял 20 миллионов рублей, или капитал одной из компаний составлял 20 миллионов рублей, то под эту, так сказать, категорию попадал весь малый и средний бизнес. Вот сегодня никого не удивишь, если компания имеет капитал 20 миллионов рублей. Это нормальная такая средненькая, даже можно сказать, частная компания. И в 2004 году мы занимались чем, что мы согласовывали слияние и поглощение. Но сейчас, так сказать, при изменении законодательства, сегодня мы согласуем слияние и поглощение сделки, минимальный порог 7 миллиардов рублей. Максимальный порог 15 миллиардов рублей. Свыше 15 миллиардов рублей уже все сделки на слияние и поглощение рассматривает центральный аппарат. Вы представляете, да? В общем, мы сегодня совершенно ушли от контроля за малым и средним бизнесом. Нам сегодня малый и средний бизнес обращается как к той структуре, которая их может оградить от посягательств крупных компаний, скажем, субъектов естественных монополий, доминирующих компаний. И самое главное, в общем-то, если так посмотреть количество обращений, это приходится на 44-й федеральный закон. 1436 обращений ежегодно. Вообще к нам поступает в год порядка 2000-2300 обращений ежегодно. Ежегодно. Я хотел бы отметить, что наше управление якутское, оно за последние 7 лет занимает лидирующее положение в Дальневосточном федеральном округе. Наибольшее количество обращений по 44-му федеральному закону приходится на 3 управления в Дальневосточном федеральном округе. Это Приморское, Якутское и Хабаровское. Безусловно, лидером на протяжении 2 лет по обращениям это является Якутское управление. Вот. Хотелось бы отметить, что Хотелось отметить, что количество обращений ежегодно к нам растет. Это говорит о том, что узнаваемость службы достаточно такая большая. И сегодня предприниматели уже знают, куда можно обратиться в том случае, если на них есть давление субъектов естественных монополий, доминирующих компаний со стороны органов власти. С другой стороны, если посмотреть по поддержке малого и среднего бизнеса,
В новом, то есть в нашем законе о защите конкуренции есть статья 19.20, это о преференциях. То есть сегодня любой глава муниципального образования, если он определяет, что ему на территории муниципального образования необходимо предприятие по производству хлеба, скажем, по производству там, кирпича и так далее, ну, никто не занимается, но есть один предприниматель, который хочет этим заниматься, он предоставляет нам пакет документов на согласование преференций. Он хочет из муниципального бюджета выделить, скажем, 500 тысяч рублей для поддержки этого бизнеса. И никаких вопросов нет. Мы рассматриваем, если мы делаем анализ рынка на данной территории и говорим, да, конкуренцию данная преференция никак не нарушает, мы подписываем этот документ, и глава муниципального образования создает предприятие, ну, оказывает преференцию предприятию частного бизнеса, да, и это предприятие начинает удовлетворять потребности населения данного региона. С другой стороны, у нас есть, опять-таки, и злоупотребление, так сказать, в этой сфере, когда под видом преференции хотят сделать льготу своему родному предприятию. Вот. В основном были такие попытки у нас, когда, значит, ну, это было в средствах массовой информации, когда пытались посредством нашей службы из золотого запаса, скажем так, Республики Саха-Якутия под гарантию, да, выделить, значит, энную сумму одному достаточно крупному предприятию Республики Саха-Якутия. Хотя перемещение золотовалютных запасов, ну, скажем так, из Гохрана так сказать, в оперативное управление, оно запрещено законом. Вот. Сумма была достаточно большая, она была в размере 800 миллионов рублей. Далее у нас многие главы муниципальных образований делают что? Компания выигрывает у них, ну, скажем, какой-либо тендер на строительство какого-либо объекта. И тут же данная компания к нам приходит с заявлением о том, что данная компания хочет взять кредит в финансовом учреждении, и под обеспечение этого кредита глава муниципального образования отдает муниципальное имущество. Вот. Хотя всем ну, давно уже ясно, что любая такая попытка должна проводиться на конкурсных условиях. Хочешь дать кредит кому-то под муниципальное имущество, проведи тендерные процедуры. Если вспомнить 2007 год, вы помните, когда была принята такая новелла в земельный кодекс 30.1, когда вся земля должна была на муниципальное образование по строительству жилья индивидуального только быть на тендерных процедурах, на конкурсных, так сказать, процедурах отдаваться под строительство жилья. Что творилось у нас в городе Якутске, вы прекрасно знаете, в 2008 году у нас здесь был большой скандал по заявлению, значит, ряда строительных организаций в отношении злоупотребления администрации города Якутска и компании ДСК, домостроительного комбината. Вот. О том, что была монополизация, мы сделали анализ рынка, 80% рынка в то время принадлежало домостроительному комбинату города Якутска. Что же произошло, когда мы ввели ограничительные санкции, что получилось? Сегодня доля ДСК составляет в строительстве жилья в городе Якутске где-то порядка 18%. То есть рынок стал конкурентным. И в 2012-2013 году ФАС России сделала анализ конкурентной среды в Дальневосточном федеральном округе, значит, какие регионы наиболее конкурентные по строительству жилья. Якутия заняла первое место. Как получилось, что в Хабаровске и в Владивостоке, в городах таких больших, работало по 3 компании, строили жилье. В городе Якутске работало 40 компаний. 40 компаний. У нас была самая конкурентно развитая среда при строительстве жилья. Я уже не беру вот те малые компании, которые строили вот, индивидуальное жилье, так сказать, в селах и так далее, в других населенных пунктах. Вот. На сегодняшний день, ну, к чему это привело? С одной стороны, мы видим и оборотную сторону медали, да? Это обманутые дольщики. С другой стороны, значит, на сегодняшний день правительство достаточно большое внимание уделяет вот этим обманутым дольщикам. Почему? Потому что с 1 января уже прошло ряд больших совещаний. Первое это было в прокуратуре Республики Саха-Якутия, где я принимал участие, и были даны предостережения ряду компаний. Ну вот я, насколько вот сегодня посмотрел Якутия Инфо, да, вчера тоже было совещание в правительстве, где также там, в общем-то, работа ведется. Но, тем не менее, значит, темпы строительства жилья, вот сама конкурентная среда, она подвела к тому, что наши компании, вот если взять, допустим, период строительства дома ДСК,
взяли, да, допустим, 2 года, и дом, который строится монолитно-каркасным способом. Что получилось? Что наша частная компания, наши строители, по срокам строительства даже стали опережать строительство домов ГСК. Вот. Это говорит о чем? О том, что по времени уже строительства, значит, наши компании, они сравнялись с таким большим предприятием, как ГСК. Вопрос другой, вопрос качества. Но здесь уже у нас есть другие надзорные органы, которые должны за этим качеством очень четко отследить. Далее хотелось бы отметить, уважаемые коллеги, еще что о законе по естественным монополиям. Наш руководитель Игорь Юрьевич Артемьев неоднократно говорил, что закон уже устарел. Закон уже устарел, и сейчас вот, ведется работа и в Государственном Думе, и в экспертных сообществах о том, что данный закон вообще прекратил свое существование и вошел бы отдельной главой в закон о защите конкуренции. Это первое. Второе. Что за это время произошло очень большие такие изменения в части того, что прекратилось существование федеральной тарифной службы. Сейчас формирование тарифов, утверждение тарифов передано Федеральной антимонопольной службе. Вот, напрямую. Но хотелось бы отметить, что наше управление не рассматривает данные вопросы. Почему? Потому что тарифы естественных монополий рассматривает конкретно центральный аппарат. Конкретно центральный аппарат. Хотелось бы отметить еще, что с 2004 года, вот вчера я просто сделал анализ, сколько нам поступает заявлений, и вот в 2004 году к нам поступило 53 заявления. В 2004 году. В 2018 году к нам уже поступило 2300 заявлений. То есть разницу почувствуете, как говорится, да? О том, что, значит, объемы работ достаточно очень большой. И если посмотреть, я буквально вчера общался с нашими коллегами из Магаданского управления, и вот они говорят: вы знаете, Алексей, у нас в прошлом году было 400 обращений, и 89 заявлений было у нас по 44-му федеральному закону. Я вот так... Ну, во-первых, конечно, это счастливые люди, раз. А во-вторых, естественно, конечно, Магаданскую область нельзя сравнить с Якутией, потому что бюджет Якутии 200 миллиардов рублей, и, соответственно, это порядка 100 миллиардов те средства, которые выходят на торги. Плюс федеральные средства, которые приходят к нам сюда, вот, значит, по линии обеспечения, так сказать, жилищно-коммунального хозяйства, сейчас вот будет переселение из ветхоаварийного жилья. Это говорит о том, что все-таки нагрузка достаточно одна из самых высоких у нас, ну, самая высокая на Дальнем Востоке на каждого сотрудника нашего управления. Если сказать о резонансных делах, ну, сегодня коллеги вас ознакомят, и, в принципе, я вот прочитал, мне тоже на WhatsApp отправили слово «ахтунг», да? Вот. Но там была маленькая ошибка на немецком языке, перед буквой «ш» стоит буква «ц». Ахтунг, да, это, во-первых, раз, а во-вторых, если уж исходить из этой терминологии, можно сказать, да, «загутап и махт». Это очень хорошо, конечно, давайте начнем по существу, да. Уважаемые коллеги, я вот сейчас бы хотел бы слово передать Александру Юрьевне, пожалуйста. Хорошо, остановимся на цифрах. Да, конкретно по отделу антимонопольной Хорошо, контроль. остановимся на цифрах, потому что без цифр никуда. Поэтому по отделу антимонопольного контроля в 2018 году отделом антимонопольного контроля рассмотрено 255 заявлений, возбуждено 29 дел по итогам рассмотрения, в которых установлено 21 нарушение антимонопольного законодательства. Выдано 6 предписаний об устранении нарушений, выдано 22 предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Из них исполнено установленный срок 15 предупреждений. На 6 возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. Было рассмотрено по 223 закону 128 жалоб на заказчиков, организаторов торгов в порядке статьи 18.1, это 135 ФЗ. Из них 38 возвращены, 36 признаны обоснованными и 50 жалоб признаны необоснованно. Выдано 24 предписания. Если я сравниваю с 2017 годом, было рассмотрено по 223 закону в порядке статьи 18.1 135 ФЗ 120 заявлений.
Проведено 10 контрольных мероприятий. Установлено 315 нарушений действующего законодательства. Я беру, это только нарушение, значит, 223 закона в порядке статьи 18.1 135 ФЗ. Ну, это для вас, чтобы вы знали. Это по торгам. Было проведено, значит, 2 проверки крупных предприятий, я остановлюсь на них. Это компания «Якутия» и «Полярная авиалиния». Очень много нарушений по неразмещению информации. Было, значит, возбуждено дело компании «Якутия» где-то 111 дел, и по «Полярной», значит, авиалинии сейчас возбуждаются дела. Понятно, да? Что информация в основном по торгам, по данным компании не имеет места быть размещением. Затем вынесено 235 постановлений о привлечении к административной Уточните цифру ответственности. по Якутии, пожалуйста. Цифру по Якутии уточните, По пожалуйста. Якутии 111. Это за какой период? Это была, проверка была у нас за, сейчас я вам скажу точно, 17 год. А в интернете Часть должна 18. быть. В интернете есть. Так, На нашем сайте да, информация. да, я вам скажу сейчас, у меня есть данные, я вам скажу, что Александр, данные. Мгм. Затем, Если мы говорим, значит, надо говорить конкретно. Хорошо, Юрий Алексеевич, хорошо. Конкретно. Хорошо. Вынесено у нас 235 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Оплачено штрафов 4 миллиона рублей, остальные на стадии исполнения. Так, далее. Остановимся, значит, по компании «Якутия». Сейчас вам скажу. По компании «Якутия». Да, где-то 111 было административное дело, если компания, да. Да, 111 закупочных процедур с нарушением срока размещения обязательной информации. Далее. Это по антимонопольному контролю. Если, значит, я сравниваю с 2017 году, то это было 210 дел по привлечению к административной ответственности. Так, всех сейчас интересует, конечно, жилкомсервис, МУП жилкомсервис, экосети, значит, и у нас ассоциация организаций по обращению с отходами. Так, это как бы сейчас у нас везде муссируется этот вопрос. Хочу отметить, что, значит, в 2018 году, в феврале, у нас поступило заявление от новых экологических технологий на действие МУП «Жилкомсервис» по навязыванию невыгодных условий по договорным отношениям. Вы в курсе, так как представители... Новые экологические Новые технологии. экологические технологии. Это ОШКО была раньше, да. Сейчас она как бы у нас ассоциация, так? Я Ну, понимаю. это Потому что абсолютно разные разные организации, но представители одни и те же находят на рассмотрение дела. Оль, давайте конкретно. Так, хорошо. Далее. Суть дела в том, что талоны на прием и захоронение отходов действительно и могут быть использованы до окончания срока действия настоящего, значит, договора. Это я беру по договорным отношениям. В случае не вывоза отходов на полигон, либо их вывоза заказчиком на полигон в период действия настоящих договорных отношений в меньшем объеме, чем это установлено договором, талоны и сумма, произведенные за них предварительной оплаты, не возвращается. Так было указано в договорных отношениях. Управлением ФАС было возбуждено дело. Так, было вынесено предупреждение. Предупреждение было не исполнено. Было далее возбуждено дело. Было вынесено предписание, дело в суде устоялось, вынесено административное производство. Понятно, да? По данному делу. Значит, это было нарушение статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции. Вот. Далее. А суть Так. предписания в чем было? Суть предписания в чем было? Значит, об отмене этого пункта в договорных отношениях. Понятно, да? По талонам. Вот. Потому что за талоны и сумма, произведенная за них предварительной оплаты в договорных отношениях, не была указана. Понятно, да? Если что, вы ко мне можете подойти, я вам дело дам. Задействована информация по этому? Информация есть. Информация дана на сайте есть. Далее. Также дело у нас устоялось по МУП ЖКХ, по невозврату, то есть по квитанциям без заключения договорных отношений с потребителями. Понятно, да? Что квитанции выдавались без заключения договорных отношений. Сейчас у нас поступают уже жалобы по тарифам.
я хочу отметить, несколько жалоб поступило вот буквально сейчас в феврале месяце. Значит, данные жалобы мы передаем в Федеральную антимонопольную службу. Она, значит, рассматривает данные жалобы. А тарифы на оказание услуг утверждает у нас Государственный комитет по ценовой политике. Понятно, да? Вот. Если по таким жалобам. Далее. Еще в феврале у нас также поступила жалоба с ассоциации. Понятно, да? По транспортировке на ООО «Якутская кассета». Данная жалоба была рассмотрена по 6 лотам. По 5 лотам признано обоснованным. Решение у нас сегодня мы отправляем, потому что это было у нас буквально на той неделе. Понятно, да? А по тарифам можно уточнить? Тоже где-то нужно прочитать, да? Да, это есть. Можете ко мне подойти. Я Есть, да, вы ко мне подойдете, я вам, значит, скажу, где это написано, что эти мы все заявления по тарифам, буквально вот сейчас на этой неделе и на той неделе были звонки, так, по тарифам, и были заявления. Сразу говорю, что мы заявление отправляем в Федеральную антимонопольную службу, потому что эти тарифы утверждает у нас РЭК наш, понятно, да? Вот. По этим моментам, по МУП, Жилкомсервис. Самый больной вопрос сейчас, потому что на той неделе мы рассматривали, дело откладывали, были перерывы, была дополнительная информация. Значит, решение у нас уже есть сегодня. Буквально я эти решения подписала вот сейчас. Далее. Интересно для вас дело. Какое решение? А? Какое решение? Ну, я же сказала, 5 решений признаны обоснованным, 5 по 5 лотам. Одно, значит, нет, там среди малого бизнеса там нет. Понятно, да? Заключение решения можете, в принципе, мы можем вам дать это, в принципе, не закрытая информация. Мы сейчас... Далее, пойдем. Александр, Да. сегодня по окончании пресс-конференции журналисты могут получить это решение на руки или нет? Да, заключение могут получить, в принципе. И на сайте можем мы вам дать. Да. Есть, да? Да, на сайте есть. Мы сегодня на сайте уже эту информацию, вот буквально мы можем разместить эту информацию по жалобе, значит, у нас ассоциации, организации по транспортировке, по обращению с отходами. Понятно, да? И также у нас поступила жалоба с Экосети, будем рассматривать, по согласованным действиям на вашу ассоциацию. Можно Все, вопрос? все, Александр. Нет, Юрий Сергеевич, дальше. Вопросы попозже. когда мы Вопросы закончим. потом. Если что, ко мне Секундочку, подойдете, потому давайте, что это самый уважаемые важный коллеги, вопрос. так договоримся, да? Я понимаю, что вы представители, значит, новых Ассоциации. технологий, но мы сегодня Да. проводим пресс-конференцию. Ассоциации у них. Это ассоциация. Вы ассоциация, да? Да. Тут Ну, же вопрос по жалобе. буквально. Пожалуйста. Нет, Нет, я секундочку, знаю, давайте мы что- сделаем так. Сперва мы выступим, а потом уже будут вопросы-ответы. Мы не будем превращать в балаган все это Нет, да, мероприятие. нет, это потому что самый больной сейчас вопрос, я вас понимаю. Все Вот нам дальше, прозваниваются и пишут жалобы. Далее. Также вот у нас мы рассмотрели, значит, по неплановой проверке, по заданию, по требованию прокуратуры, по жалобе на Министерство транспорта и дорожного хозяйства по Республике Саха-Якутия. Провели проверку по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Это были выделены бюджетные средства на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по ремонту автомобильных дорог в арктической зоне. Были выделены, значит, денежные средства казенному предприятию «Дороги Арктики» без конкурсных процедур. Значит, отделом был проведен анализ, было выявлено нарушение, было им, значит, признали нарушившим. Так, кстати, и арбитражный суд у нас устоялся. Мы, значит, сейчас выносим административку в отношении Министерства транспорта и дорожного хозяйства по выделению денежных средств без конкурсных процедур. Так, также несколько дел у нас было по ИКЕ, это по статье 14. Если у вас кого будут вопросы по антимонопольному законодательству, вы после этого можете мне задать. Хорошо, Александр, спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы дополнить Ольгу Александровну в том плане, что вот, если господин Абиин помнит, мы давали здесь пресс-конференцию 2 года назад, и очень много у нас претензий было компании «Алроса» при проведении тендерных процедур. И господин Абедин даже в своей газете «Якутск вечерняя» сделал такое большое интервью, и такая была надпись броская, что, значит, буквально очень много нарушений было в компании «Алроса». Хотелось бы отметить, что вот с приходом новой, так сказать, команды была проведена очень такая существенная работа, профессиональная, что у нас количество жалоб на
вот данную компанию сократилось в 10 раз. То есть те заявления, которые поступают у нас, они у нас практически остаются, значит, необоснованными. Ну, скажем, из 10 жалоб, одна жалоба может быть обоснована. Это первое. Хотелось бы здесь еще отметить по антимонопольному комплайенсу, та работа, которая сейчас набирает после принятия, то есть после подписания президентом Российской Федерации 618 указа о национальном плане развития конкуренции, вот, такое сейчас идет работа по внедрению антимонопольного комплайенса в систему предупреждения, значит, внедрение мер предупреждения нарушения антимонопольного законодательства в органах власти и в крупных компаниях, доминирующих компаниях. Вот я вчера был на совещании в правительстве Республики Саха-Якутия, значит, в правительстве уже вот такой комплайенс, он принят, и во многие, значит, правоустанавливающие документы министерства и ведомств, значит, введены вот эти блоки по предупреждению вот данных нарушений. Я вот хотел бы здесь вот на что акцентировать внимание. Если сейчас, значит, министерство или ведомство республики нарушает антимонопольное законодательство, значит, они нарушают свой регламент. Это вот самое главное. Второе. Если взять хозсубъекты, то у нас, мы уже очень много об этом говорим, компания ИТЭК уже как буквально 1,5 года назад уже приняла данный комплайенс. И тоже вот заметьте, что за последние год, Александр, да? У нас в отношении компании ИТЭК не было ни одного заявления. Ни по нарушению, значит, антимонопольного законодательства, злоупотребления доминирующим положением по поставке газа, ни одного заявления по 223 федеральному закону по проведению торгов. Это говорит о чем? Что внутренняя служба мониторинга, значит, соблюдения законодательства 135 федерального закона и 223 говорит о том, что он очень эффективен. Вот на сегодняшний день мы достаточно активно ведем работу с компанией Алроса по, так сказать, разработке и внедрению комплайенса в данной компании. Находимся постоянно на связи с курирующим вице-президентом. Вот недавно у нас состоялось несколько встреч с компанией Якутскэнерго, с компанией Саха-Транснефтегаз. И вот сейчас республике необходимо уделить внимание для внедрения вот этого антимонопольного комплайенса в крупные компании с участием республиканского капитала. Это, конечно, Саха-Транснефтегаз, это, конечно, авиакомпания Якутия и ряд других крупных компаний, которые достаточно часто являются клиентами в нашей, так сказать, в нашей службе. Вот. И вот эта работа, она должна стать тем, так сказать, той точкой отправления, когда, скажем, антимонопольное законодательство, соблюдение его, оно будет намного дешевле, чем несоблюдение его. Потому что я сказал, что 420 миллионов, которые нам заплатили за 15 лет, это средства, которые в основном платили крупные компании, нерадивые чиновники. Это можно избежать, если все вовремя соблюдать. Так, теперь слово представляю Алексею Дмитриевичу Кузьмину, который, в общем-то, курирует у нас вопросы субъектов естественных монополий и рекламы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я остановлюсь на вопросах двух законов. Закона о естественной монополии и закона о рекламе. Значит, сперва о законе о естественной монополии. Естественная монополия, значит, регламентируется в основном это нарушение законодательства о конкуренции. Если раньше у нас был закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках 1991 года, закон РСФСР, то у нас со стороны естественной монополии, в принципе, нарушений было мало. Это у нас 5-6 нарушений в год. Значит, очередной, вот остановлюсь по вехам. Значит, начиная с 2006 года, значит, у нас появился другой закон. Закон о защите конкуренции. Это уже российский закон Российской Федерации. Здесь уже нарушений стало много. Это нарушение статьи 10. Особенно после принятия второго антимонопольного пакета и третьего антимонопольного пакета. Тогда у нас нарушений уже стало около 20, это 18-19 нарушений в год. А третьей вехой было это принятие в 2015 году 4-го антимонопольного пакета. С принятием антимонопольного пакета закон о конкуренции существенно изменился. Значит, если мы до 1 января 2016 года крен делали на ужесточение мер воздействия
Значит, у нас это самый хороший наш метод был, это дубинка, как можно большой штраф наложить и как можно сильнее ударить. Значит, то начиная с 1 января 2016 года с появлением вот 4-го антимонопольного пакета, значит, у нас появились такие понятия, как предупреждение. Значит, это очень сильно сказалось, например, в законодательстве о рекламе и в законодательстве о естественной монополии. Значит, очень ряд существенных нарушений у нас начинается с предупреждения. Значит, так как у нас естественно монополия это все крупные компании, у них очень большой штат юристов, то они, как обычно, предупреждения очень быстро исполняют. Потому что после того, как мы начали штрафовать на десятки миллионов за раз, то, ну, например, вот физлицы обращаются и говорят: спасибо вам большое, потому что мы 3 года, значит, просили нас подсоединить к электрической энергии, значит, как только первое определение появилось, значит, за 3 дня поставили 5 столбов и, значит, нас уже на 6-й день подключили. Ну, до возбуждения дела, значит, это когда предупреждение делается. Значит, также, начиная с 1 января 2016 года, мы не принимаем заявления от граждан. Значит, до 2016 года, значит, у нас очень сильно, особенно со стороны господина Шохина, значит, и крупных, ну, бизнеса, значит, говорили о том, что ФАС России занимается мелкими делами, рассматривает заявления граждан, значит, и как бы показывает свою неэффективность. То, начиная с 1 января, значит, мы заявления граждан не принимаем, например, по техприсоединению мы вообще не рассматриваем и не даем по, ну, предписаний по исполнению тех присоединений. Мы все заявления направляем в Ростехнадзор, Управление Жилстройнадзора и Роспотребнадзор. Эти 3 структуры занимаются гражданами, занимаются, значит, защитой прав потребителей. Значит, поэтому у нас очень сильно с этой стороны, значит, заявления сократились. Ну, я считаю это правильно, потому что граждане должны все-таки работать ну, больше с Ростехнадзором и Роспотребнадзором и Управлением Жилстройнадзора. Значит, если говорить по цифрам, то значит, по штрафам, значит, ну, если в 2004 году, значит, мы только занимались этой деятельностью, то начиная с 2005 года штрафы были 2 миллиона 500 рублей, 1 700 000 рублей, 100 тысяч, 18 миллионов, 29 миллионов, 22 миллиона, 22 миллиона, 5 миллионов, 27 миллионов, 18 миллионов, 6 миллионов, 4 миллиона, 17 миллионов. За прошлый год мы наложили штрафы 28 миллионов. Итого где-то за 15 лет 200 с лишним миллионов. И только по отделу естественных монополий реклама. По естественным монополиям. Значит, ну, естественные монополии очень хорошо учатся. Они, например, не работают по болванкам, как я раньше говорил. Значит, у них большие штаты юристов, поэтому вопросы вот комплаенса у них в принципе сейчас вот присутствуют, потому что у них внутренний контроль очень хорошо развит в этих компаниях крупных и всегда исправляется. Если мы даем предписание, то уже в последующем таких нарушений никогда не бывает. Значит, если говорить по 223 закону, то здесь, значит, ну, в основном у нас получается, что по 223 закону жалобы не обоснованы, потому что у нас наш малый и средний бизнес, который участвует в торгах крупных компаний, они не понимают, что это закон 223, это не 44-й закон, в котором, значит, 44-й закон сильно регламентирован, в котором все указано. В 223-м все указано в положениях компаний. Компании сами разрабатывают свои положения, и поэтому они его разработают так, как им удобно работать. Поэтому с этой стороны все-таки надо, ну, более внимательно относиться, наверное, тем, кто жалуется, ну, в нашу структуру. По техприсоединениям. Техприсоединения, хотя от 2016 года от нас убрали все функции контроля, но функции по Кодексу об административных правонарушениях оставили все-таки за Федеральной антимонопольной службой. Поэтому штрафовать мы можем только мы,
Значит, Ростехнадзор проводит и Роспотребнадзор проверку проводит, и управление жилстройнадзора. Значит, они могут выдать предписания, но и могут протокола составить, которые направляются к нам. К сожалению, с этих структур нам ни одного протокола не поступило. Все, что поступает, иногда поступает из прокуратуры, ну и мы возбуждаем значит, административные дела и накладываем штрафы на компании, которые, значит, нарушают техническое присоединение. Если брать, какие нарушения делает, значит, ну, скажем, по электроснабжению. Это, вот как я говорил, техприсоединение, это отключение электроэнергии. Ну, у нас были очень такие дела, когда из-за ветхости, скажем, инфраструктуры мало. Я думаю, все-таки Якутсэнерго работает в этом направлении, и штаты свои добавили, кажется, и поэтому у них с тем, что они превышают лимит отключений, у нас, в принципе, за прошлый год, кажется, ни одного нарушения не было. Но все равно они есть, значит, и мы 5 нарушений в прошлом году поставили. Это по иным нарушениям было 7 нарушений, по теплоснабжению. Это отказ в допуске узла учета тепловой энергии, это 6. Значит, вот здесь вот у нас постоянно есть. Все-таки у нас не только Якутсэнерго теплоснабжением занимается, теплоэнергосервис, значит, но и ЖКХ занимается. И поэтому, особенно по УЛУСам, ну вот, например, у нас постоянные рецидивисты, это Усьмайский УЛУС и Ханда, кажется. Значит, там постоянно нарушения есть, потому что подключение у них происходит очень долго. Начиная с августа месяца, они там вплоть до Нового года иногда подключают. Значит, потом по газу. Значит, нарушение, значит, правил подключения, значит, сетям это 12, угроза ограничения 2, ну и нарушение 7. По водоснабжению было 3 нарушения, по услугам в портах 6 нарушений, и вообще прочие по всем остальным, естественно, монополиям это 8 нарушений. Значит, пример вам сейчас сказать или... Ну, такие примеры скажу, что, например, самые крупные, значит, штраф самый крупный у нас был, это по электроэнергетике, когда, например, Якутсэнерго не ограничила, а они просто... Нет, не Якутсэнерго, это у нас Ростелеком. Ростелеком, значит, нарушил... Они превысили, значит, завышение тарифов было. И по завышению тарифов тогда еще был, значит, не Ростелеком, а ОАО «Дальсвязь» филиал Сахателеком назывался у нас. И вот после этих нарушений, значит, нами было возбуждено дело, и в конце концов их оштрафовали на 10 миллионов 337 тысяч рублей. Это у нас Ростелеком был оштрафован. Штраф они, тарифы исправили, штраф сразу же оплатили. Это когда было? Это у нас дело было возбуждено в 2010 году, и оно закончилось у нас, наверное, скорее всего, в 2011 году. Так, потом Якутсэнерго, значит, это, кстати, вот не самый крупный штраф был, вот самый крупный, это вот сейчас Якутсэнерго, это самостоятельное установление платы за реактивную энергию в отношении ООО «Энергия-2002». Дело было возбуждено в 2012 году. Значит, почему у нас долго идут дела? Значит, потому что компании крупные, хорошие специалисты и юристы, поэтому мы судимся очень долго. Иногда у нас дела ведутся более 2 лет. Значит, в 2012 году у нас было это дело начато. В конце концов мы их оштрафовали на 15 миллионов 558 тысяч. Значит, предписания выполнены, штрафы оплачены. Ну, еще один штраф скажу, это со стороны ГУП ЖКХ у нас в Республике Саха-Якутия. Тоже установили тарифы на тепловую энергию, значит, в отношении ОАО «Ратник». Значит, они были оштрафованы на 345 тысяч рублей. Потому что, значит, географические границы маленькие, и поэтому у нас штраф оборотный зависит от географических границ, ну, тех конкретной территории, где, значит, мы смотрим оборот. Согласно этого оборота мы и накладываем штраф. Спасибо, если есть вопросы. Нет, значит, я еще по рекламе добавлю. Значит, по рекламе у нас за
15 лет было более 300 дел. Значит, штрафы мы наложили на сумму более 9 миллионов рублей. Но это надо говорить не за 15 лет, а у нас последние 3 года мы штрафы не накладываем. У нас очень мало штрафов по рекламе в году, потому что вторично у нас никто не попадается. Обычно они стараются не попадаться, исправляются. И поэтому мы выносим постановление о вынесении предупреждения. Поэтому на первый раз обычно по рекламе попадается только субъекты малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес у нас подпадает под статью КоАП, который на первый раз им выносит предупреждение. Какие нарушения? В основном нарушения самые, больше всего это по доставке. У нас все-таки наш бизнес, который занимается в сфере пищевой промышленности, они плохо знают законодательство. Плохо знают законодательство, и поэтому все, кто занимается доставкой пищи, пиццы, суши, роллы или чего-то такого, все они у нас в конце концов попадаются. Заявлений у нас по рекламе очень мало. От населения у нас был вал заявлений где-то 5-3 года тому назад, когда очень было много заявлений, десятками, сотнями по СМС. Реклама по СМС на телефоны, это когда был такой вал, мы привлекли всех почти операторов, после этого существенно сократилось такое нарушение. Так, потом привлечение денежных средств при долевом строительстве. Здесь тоже у нас много дел было. Крупные строители у нас были привлечены. Это такие, как Центр Домстрой, Монолитстрой, Товары Сахай Якутмеспрома, ООО «Деус», ООО «Стройком», ООО «Строймонтаж 2002», ООО «Новая Якутия». Штрафы были наложены от 100 до 300 тысяч. Поэтому нарушения периодически бывают. И также нарушения по рекламе алкогольной продукции. Здесь в основном попадаются у нас все эти мелкие структуры, которые продают пиво. Они начинают ее как-то рекламировать, рисовать этикетки бутылок пива, рисовать кружки с пеной или что-то такое. Они пишут, что это алкогольная продукция и пиво, просто рисуют. Но это все равно подпадает под нарушение законодательства о рекламе, поэтому мы их всех привлекаем. Все, Алексей. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, я еще хотел бы дополнить Александру и Алексея Дмитриевича. У нас последние 3 года уже преобладает после внесения ряда изменений в 135-й федеральный закон. Сперва мы стали давать предупреждения, предостережения субъектам естественных монополий доминирующих компаний. А с прошлого года стали давать предупреждения и предостережения субъектам власти, региональным, муниципальным властям. Это говорит о чем? Если, допустим, к нам поступает заявление, мы сперва пишем предупреждение, скажем, на имя министра, имя председателя госкомитета или на какое-то другое должностное лицо, даем 7 дней, если в течение 7 дней устранено нарушение, то дело не возбуждаем. Если нет, то возбуждаем дело. У нас было ряд таких предупреждений в отношении администрации города Якутска, да? Мы достаточно долгое время судились, и наши предупреждения, они устоялись, и в принципе потом все было исполнено. Но это к чему сделано такое новшество в законодательстве? Для того, чтобы, предупреждать и понуждать. Как говорится, долг путь наставления, короток путь примера. Показать, как правильно надо сделать, чтобы не допускать, да? И на сегодняшний день количество таких у нас дел, возбужденных в отношении субъектов естественных монополий и органов власти, оно, так сказать, пошло на спад. Почему? Потому что в большинстве случаев предупреждение предостережения исполняется. Но у нас есть другие факты, когда даже такого комедийного плана, когда мы возбуждаем дела в отношении руководителей глав муниципальных образований, руководителей некоторых компаний, которые приходят и говорят, что при рассмотрении административного производства у нас был такой случай, что один глава администрации сказал, что я не владею русским языком и прошу предоставить мне переводчика.